Федерации получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных профилактических мер. Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации. Что нам уже удалось сделать? Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову только несколько цифр. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле больше 800. В мае будет 2500. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз. С 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллионов в апреле. В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в 9 раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2500 исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться. В мае выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. К середине мая будет свыше 150 тысяч. Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно. Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне, так называемой красной зоне, распределяются буквально с колес. Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок, дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жесткий, постоянный контроль за исполнением таких планов. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса. Далее. Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, к 28 апреля, дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции. Информацию по этому вопросу получаю ежедневно, зная, что в целом задача решена в срок. Развернуто даже 116 тысяч таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто. Что еще считаю важным подчеркнуть? С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас, благодаря работе ученых, врачей, мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, и наш собственный зарубежный опыт, и собственный и зарубежный борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра, послезавтра, могут быть недостаточными. Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте федерации. Постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день.
Повторю, мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор. И, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем и не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. И к любому сценарию надо быть готовым. Обращаюсь и к руководителям регионов. Если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу. Доложить и считать ее завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы. Ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху. Что еще принципиально важно сейчас? Наличие специализированных коек – важнейшая задача. Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают помощь вовремя. Оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями. Повторю, все должно быть отлажено. Все звенья работать как единый механизм. Участковые терапевты и узкие специалисты, приемные и диагностические отделения, службы скорой помощи. Кстати, знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается День создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем. Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни – сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать «потерпите и подождите». Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь. Далее. Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний. Также собрано, оперативно должна строиться работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность. Обращаю внимание, решения будут считаться выполненными только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят, вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет. И, наконец, ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель. Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов. Заботятся о своем здоровье и берегут близких. Соблюдают предписания органов власти. Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые, а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия. Говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. И это может коснуться каждого. И в этой связи о том, что нам вместе еще предстоит сделать, скажу отдельно. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились. Все этого ждут. Но чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно. В этой связи мною приняты следующие решения. Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Второе. Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправдано, обосновано в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. И в этой связи третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых, где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничения, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов. Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя. Просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели. В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок 5 мая, чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11 числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения.
имея в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений. Повторю, надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад. И, наконец, четвертое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире.